Пожалуйста, депутат Куанышалин. Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, я вот 2 дня мы обсуждаем вопросы и испытываю какое-то двойственное чувство. Во-первых, у меня не вызывает сомнения то, что приостанавливать эти законы ни в коем случае нельзя. Об этом достаточно сказано. Это античеловечно, антигуманно и так далее. Экономить на людях, которым и так-то тяжелее всех живется, они существуют, они не живут там. С другой стороны, мне кажется, что вопрос должен решаться вообще по-другому. Давайте вспомним, что было в Чернобыле. Об этом тоже говорилось. В Чернобыле 1 атомная электростанция, 1 блок, 1 авария только. Россия, Украина, Беларусь. Они взяли и сотни тысяч людей переселили на здоровые земли. Переселили, чтобы спасти им здоровье и жизнь. А в Казахстане полувековой ядерный геноцид, полувековое преступление против человечности, полувековая необъявленная тайная ядерная война, более 500 ядерных взрывов в воздухе, над землей, под землей. И эти люди, несколько поколений подвержены этому. Они гибнут там, они уже безвозвратно уходят от нас. И мы сейчас жалкие компенсации выделяем им. Это равносильно тому, как говорит единственный в Казахстане ученый-радиоэколог Распек Ибраев. Он писал об этом неоднократно в газетах. Он писал записки президенту, парламенту, правительству. Он говорит, вот выделять средства там, что-то делать на этой земле, это равносильно тому, чтобы оставить людей на раскаленной сковороде или же на льду и лечить их там. Их надо спасать не так. Их надо оттуда убирать, потому что вот прошлогодняя наша экспедиция. 2 года я уже работаю с Распеком Ибраевым. Наша экспедиция дала факты, которые говорят, там нельзя людям жить. Там плутоний, тяжелый металл, самый страшный, зараженная земля. Там нельзя сеять, нельзя пасти скот, нельзя людям жить. Там можно, возможно, какие-то промышленные объекты там как-то работать, но сельское хозяйство вести. И жить людям нельзя там. И поэтому вопрос должен ставиться таким образом, чтобы сотни тысяч людей спасать путем государственной программы переселения их на более здоровые земли. А мы сейчас ломаем копии вот это, даже жалко нам, оказывается, на время, вот когда они там живут, гибнут, чтобы чуть-чуть облегчить им участь, дать вот эти вот несчастные компенсации, мы экономим. Вспомните еще один факт. Указ президента о том, чтобы лишить льгот участников инвалидов Великой Отечественной войны. Сколько их осталось? Мизер какой-то. А между тем, об этом шла речь. Сейчас строится президентский дворец. Пир во время чумы. Народ нищает, экономика в крахе, а нам надо величественное здание для того, чтобы президент, оказывается, мог свободно, хорошо работать и жить. Что, недостаточно Белого дома? Я думаю, что там все условия для того, чтобы он мог работать. Было бы желание и умение работать. И поэтому я считаю, что все эти объекты должны быть заморожены. И немедленно все средства должны быть брошены на то, чтобы, во-первых, выплатить компенсации, и, во-вторых, уже сейчас начать работать над тем, чтобы была государственная программа, продуманная научно, всесторонне и так далее, спасение людей из этих земель, из этих зараженных сплошь земель, чтобы мы не потеряли этих людей безвозвратно. Для кого государство, в конце концов? Для кого власти? Для народа, а не наоборот.